Присвоить Рокскому тоннелю имя Белара Кабалоева, бывшего руководителя Северной Осетии, первого секретаря обкома КПСС. С такой инициативой выступили члены оргкомитета по празднованию столетия со дня рождения Белара Кабалоева. Эта инициатива не могла остаться без внимания и на юге Осетии. Фактически у каждого гражданина Южной Осетии Рокский тоннель неразрывно ассоциируется с именем Рутена Гаглоева, яркого представителя той самой золотой интеллигенции Юга Осетии начала 20 века, которая заложила прочную основу развития нации в различных сферах. Именно Рутену Гаглоеву, блестящему инженеру, принадлежит идея прокладки тоннеля между севером и югом Осетии через сложный высокогорный рельеф. Рутен Гаглоев смог вдохновить и заразить людей общей идеей. Национальная патриотично настроенная элита уже давно не давала покоя соседней Грузии, а тут еще и явный прорыв в фактическом сближении с братским севером Осетии. В то время как вся Южная Осетия мобилизировалась на строительство столь знакового в истории разделенного народа тоннеля, меньшевистская, а потом и советская Грузия всячески старалась воспрепятствовать его строительству. В газетах появляются публикации, что осетины открывают русским новые двери в Грузию, а ключи от этих дверей кладут себе в карман. Но вопреки всему, в конце 80-х годов Рокский тоннель был открыт. Путь к открытию тоннеля был долгий и нелегкий. Здесь важно отметить заслуги всех, кто этому способствовал, кто этот день фактической ликвидации границы между югом и севером приближал. Но первым в этом историческом списке по праву и почетно должен значиться Рутен Гаглоев. И это пересмотру не подлежит. Общественные деятели, историки, научные работники высказывают свое мнение по поводу присвоения имени тоннеля не человеку, который отдал свою жизнь за идею, которая вынашивалась им и его народом многие десятилетия. Ирина Бегулаева, научный сотрудник НИИ, долгие годы собирала информацию о жизни, политической и общественной деятельности Рутена Гаглоева. И кому, как не ей, знать, через что пришлось пройти этому человеку, каким гонениям подвергнуться, чтобы притворить уникальный проект в жизнь. Вот мы его рутин номер. Дарган инженер. Рутин уди фитчок. Каше проект сорсто хошеге туннелен. Штарк биток сорсто. Ма рутин проект магаска. Сорсто икой хоше туннел. Вот бирахуз даруди. Алчи дарежура. Уман эма дорделудоид, фалаудоид тахтен ламбнегорст. Идея присвоить Рокскому тоннелю имя гениального осетинского инженера прозвучала еще в начале 90-х. Инициаторами выступили депутаты первого созыва, но в силу тяжелых жизненных обстоятельств тогдашней действительности Южной Осетии вопрос сошел на нет. Я считаю, что южане, южные осетины, все время знали и были уверены, что тоннель принадлежит идея и прочее Рутену Гаглоеву. Потому что если даже шло это с севера, все равно у них все время была очень большая поддержка. А у нас, в связи с тем, что у нас ситуация немножко другая все время, поэтому я лично считаю, и как историк тоже, что Рутену принадлежит огромная здесь даже победа в том, что действительно произошло с этой туннелью. Открытие этого тоннеля, мы, коллектив 5-й школы, ездили в Рук, чтобы посмотреть. И тогда была делегация, и были северяне тоже, и из России тоже, и все в один голос передавали из уст в уста, что да, действительно, это очень большая заслуга Рутена. سرسانگه بان خواست کلم افتا یرس دونیو امی مخ ندیخ کلم سماخل مماخل مخ نیخسن و ما یو نکن روچ دونیل فلا قطاق و مکر خواه و در روچ دونیل آرستاد مسیراج در بلد است خوش سر خواهد سرجه تا من مثلا در گنن نودی من مدیخ و دستم یرس دونن یا سیرک خواه میم مخ بلد استم یرن روچ دونیل کسرست بدای فستم ایرون و دمن که زن قصوا ور تفخز درسته نه نفس ففل داری
اما يرم درون طول التنخورس كستا نومن نودني كانوا خاصة فلاتن خورس كستا فلكات قطة جمر خطة اما النوم ورم قوي ودلات السام في ولات تشير دفن ديا بورم راست اما في زلنا مترقو بخستا قالوا تروتين نوم ومن مروجتون لان يارستا ديا نفسي انسان روتين نومي ما باستو روتين اسكون كنتويت خاي هاوسي ديويت خاي روكه توني لورستاد مكررن التويت خاي اسكون كنتور تنف دمازه اسكون كنتويت بل الکساندری تا ولدر آخرات کیسار استویت خاي بيج بله وقت فتساغراد روتين Во время строительства тоннеля, вспоминает Гацир Плеев, Рутен-Гаглоев привлекал к процессу не только южан, но и привез строителей из других регионов, чтобы проект тоннеля как можно быстрее воплотился в жизнь. Отец Гацира Плеева, Гаврил Плеев, представил во время строительства Рутену Гаглоеву свой дом. Можно сказать, что история вершилась на глазах тогда еще маленького Гацира. Двух мнений по поводу того, чье имя должно носить этот знаковый, значимый для Осетии объект, быть не может. По мнению Гацира Плеева, тоннель должен носить имя того, чьим детищем и является. Ленинград проект Хорстуй. مخراج algıdışlar falan hazarar tirde rupi masardiste havun marachn beltan sema ten khorzada modeste magor safka der raum fakutoy ma biraz der tazertus van dagen masay khot farsun auf der sagen hier raus van dagen die gawi historia ja ze projekt biraste was mach hier raum kusut mas an gagluit rutien kod inженер bi mafta da kham inженер da mongol stay ban mayanis tank di sadje inженер khod koindar مادام روتين پروژه ما گذر فضل دستور مسترویت خی مادام نمسکوی فینانس و نقداوی نه آونالن تاوی برس نه آراز مادام تونیلن ولدر اناس خسکه نی وزن خستر مستر روتين خی کنوم ما روتين ای تنگ رای گوندو دسته اما خود توی تنگ زنجلک فینگلک. Судьба человека, выдающегося сына своего народа, замученного и пострадавшего за свою нацию, будущее Осетии, не могло и не должно быть забыто. Есть вопросы, которые являются основополагающими в вопросах национальной гордости и идеологии. Рутен-Гаглоев – это наша история. История, у которой есть свое лицо, свое гордое имя и свой след в жизни целого народа. И это лицо, это гордое имя нужно увековечить уже сегодня, без промедления. Ведь мы и так уже изрядно опоздали. Ирина Битиева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня.